В новостях периодически сообщают, что Банк России принял решение повысить, понизить или сохранить уровень ключевой ставки. Что такое ключевая ставка? Почему она так важна для жителей страны? И при чем здесь денежно-кредитная политика и уровень инфляции? На эти вопросы мы ответим с вами сегодня. В России за денежно-кредитную политику государства отвечает Центральный банк. Он объявил основной целью денежно-кредитной политики определенный темп роста цен. Политика таргетирования инфляции возможна только если целевой уровень инфляции известен всей стране. Когда люди и компании понимают, какой ситуации ждать в экономике и на финансовом рынке, и сегодня в нашей передаче про деньги расскажем об основных факторах, которые влияют на наши с вами деньги. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Денис Витальевич Давыдов и управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антон Анатольевич Коноплев. Денис Витальевич, Банк России поднял ставку до 15% годовых, и многие связывают это в том числе с ростом курса доллара. Ранее мы видели, как он без особого сопротивления преодолевал отметку 100 рублей. Можете объяснить нам, что происходит с рублем и с ключевой ставкой? Да, конечно, курс доллара является плавающим. Он определяется, соответственно, на валютном рынке и формируется под воздействием спроса и предложения на валюту. Спрос на валюту предъявляют те, кто приобретает импортные товары. В том числе можно говорить и об услугах на самом деле. Да, и это услуги, например, зарубежного туризма. Вот мы знаем, что последний год действительно восстановление потребности в зарубежном туризме, спрос на зарубежный туризм оказалось достаточно активным. А с другой стороны, предложение валюты — это экспортеры наши. И в части экспортеров, например, в 2023 году мы наблюдали две тенденции. Во-первых, это очередное усиление санкционного давления. Во-вторых, цены на отдельные товары, мировые цены, были снижены под влиянием общемировой конъюнктуры, что тоже в какой-то степени сократило приток валютной выручки. Таким образом, изменилось соотношение спроса и предложения, и действительно курс рубля в некоторый момент ослабел. Это повлияло на цены импортируемых товаров, например, непродовольственные, таких как товары бытовой техники. Увидев это, потребители решили более активно приобретать в контексте того, что если ожидается, что будет и дальнейший рост, может быть, стоит в запас приобрести что-нибудь сегодня. Как это влияет? Это дополнительный спрос, который, опять же, влияет на курс доллара и в дальнейшем на инфляционные ожидания. И здесь можно отметить еще и влияние на кредитную активность. То есть те, кто обеспокоен вот такими повышенными инфляционными ожиданиями, может идти в кредитную организацию, брать потребительский кредит для того, чтобы реализовать приобретение сегодня в ожидании или в опасении того, что в дальнейшем цена возрастет еще. И вот Банк России, принимая решение по ключевой ставке, в том числе последнее решение, выразившееся в повышении ключевой ставки, воздействует на рынок таким образом, чтобы избыточный спрос все-таки привести к сбалансированному уровню, в том числе спрос и на кредитные средства, и спрос на товары не первой необходимости, которые, может быть, стоило бы отложить на приобретение на несколько более поздний срок. И таким образом, принимая решение, воздействует в конечном итоге и на спрос на импортные товары, а это влияет на балансировку курса доллара. Вот такие основные взаимосвязи здесь. А скажите, пожалуйста, объемы кредитования уже замедлились? Ведь Банк России в общей сложности увеличил вообще сам размер ключевой ставки на 7,5% пунктов. Действительно, решения были приняты по повышению ставки достаточно активно в последнее время. И
Мы наблюдаем в различных сегментах кредитования разные тенденции. В частности, если говорить о потребительском кредитовании, то воздействие предыдущих повышений ключевой ставки уже наблюдается. Рост, соответственно, в данном показателе замедлился. То есть он продолжается, но не такой активный, как был ранее. Если говорить об ипотечном рынке, то здесь стоило бы отметить, что есть большая доля нерыночного сегмента, связанного с льготной ипотекой. И если выделять только ту составляющую, которая касается рыночной ипотеки, то здесь тоже некоторое замедление присутствует. Несколько другие тенденции мы наблюдаем в кредитовании предприятий. Здесь нужно отметить, что рост кредитования был достаточно активным в годовом выражении. Если смотреть на сентябрьские данные год к году, 23 год к 22, прирост кредитного портфеля в целом по экономике России 21,5%. Это хорошо. И отсутствие замедления, несмотря на повышение ключевой ставки, может объясняться разными факторами, но, на наш взгляд, один из основных — это достаточно высокие ожидания будущего уровня цен, или по-другому инфляционные ожидания со стороны предпринимателей. И это влечет на самом деле некоторые дальнейшие возможные дисбалансы, и как раз повышение ключевой ставки способствует тому, чтобы немножко снизить, вернуть эти инфляционные ожидания ближе к реальному уровню. Антон Анатольевич, а как складывается ситуация с кредитованием у нас в Якутии? В целом ситуация с кредитованием в Якутии складывается примерно так же, как в целом по России. Темпы роста кредитования замедляются, но остаются по-прежнему высокими. Так, например, по потребительскому кредитованию темп роста составил 16%, а по ипотечному 31%. В сумме это сумма показала 25%, даже выше, чем среднероссийский темп роста кредитования. Поэтому в Якутии с кредитованием все хорошо. А как вы думаете, вот с введением нового продукта, как арктическая ипотека, вот есть дальневосточная ипотека, а есть арктическая. Вот сейчас буквально вот с ноября месяца уже вводится этот новый ипотечный продукт. Как вы думаете, будет ли увеличиваться спрос на льготную ипотеку именно в нашем регионе? Я думаю, что будет увеличиваться. Почему? Потому что льготные продукты, которые имеют субсидию государства, со стороны государства часть ставки компенсируется, да, субсидируется государством. Такие продукты, они остаются на рынке, они по-прежнему востребованы у людей. И если найдутся желающие и соответствующие требованиям этой программы, там, проживание, состав семьи, возраст, то, конечно, такие продукты будут востребованы. И еще один такой очень важный момент, Денис Витальевич. Вы сказали, что есть признаки замедления роста потребительского кредитования. Получается, что люди брали или продолжают брать кредиты по высоким ставкам? Ну, вот это тот же примерно эффект, который мы наблюдаем и в кредитовании юридических лиц, да, по темпам роста. На самом деле некоторое замедление темпов роста потребительского кредитования, как я сказал, уже мы по оперативным данным видим, но то, что активность все равно остается достаточно высокой, это означает, что и инфляционные ожидания граждан тоже сейчас достаточно высокие. И здесь может быть такая логика рассуждения. Если ожидание того, что инфляция будет продолжаться в своем уровне, да, в течение достаточно длительного периода времени, и при этом субъект, гражданин, ожидает, что его номинальный доход будет расти, он понимает, что его долг в реальном выражении будет сокращаться, и даже такие ставки для него оказываются, с его точки зрения, не самыми обременительными. Но здесь нужно опять же говорить о том, что Банк России принимает меры к тому, чтобы уровень инфляции снижался. И по нашим прогнозам в базовом сценарии на конец 2024 года мы
ожидаем уровень инфляции 4-4,5%. И это означает, по сути, что вот такое оптимистичное представление или завышенные инфляционные ожидания, которые подталкивают к дополнительному взятию кредитов, это может быть сейчас не лучшее решение. Мгм. Антон Анатольевич, а теперь вопрос к вам. Видны ли признаки охлаждения спроса на импорт вот именно в нашем регионе? Ведь из-за ослабления рубля цены на импортные товары продолжают расти. Ну, в нашем регионе это очень сильно заметно. Как вы думаете? Да, мы такую зависимость наблюдаем, и в первую очередь это видно по росту цен на продукты питания, на фрукты. Да. Можно отметить такие позиции, как апельсины, груши, вот, которые выросли в цене. Вот. И поэтому влияние есть. Вот рост курса в данном случае оказывает прямое влияние на рост цены. Это из продуктовых товаров. Из непродуктовых товаров можно привести пример рост стоимости цены на подержанные автомобили. Ну, это связано как с ростом курса, так и с определенными ограничениями, введенными со стороны стран, из которых эти машины ввозятся. Мгм. И мы видим тогда, ну, как получается такая прямая зависимость от импортируемых товаров. Ну, большая часть стоимости этих товаров, она выражена в валюте, и изменение курса рубля напрямую сказывается на стоимости этих товаров. Вот. И не все еще наши граждане перестроились на приобретение продукции, да, вот, которая импортируется на аналоги, которые производятся, например, в Российской Федерации. Мы не все производим, к сожалению, пока, да, только в этом направлении еще правительство Российской Федерации работает. Но пока вот такая ситуация получается. Мгм. Денис Витальевич, скажите, пожалуйста, а есть ли вероятность, что в ближайшем будущем годовая инфляция в стране достигнет максимального уровня и уже не будет повышаться? Вот если смотреть на текущие тенденции, то можно рассуждать не только в терминах годовой инфляции, которая очень сильно зависит от базы предыдущего года, да, потому что это сопоставление аналогичных периодов, но и в темпах месячных приростов, темпов роста цен. Вот если говорить о них, то сейчас мы, по нашим оценкам, проходим как раз пиковые максимальные значения, и в дальнейшем темпы роста цен месячного выражения будут постепенно снижаться. Но при этом все равно они будут оставаться несколько более высокими, чем прошлогодние темпы роста цен. И вот такое соотношение показателей дает нам определение, просто по форме вычисления годового уровня инфляции, дает продолжение роста годовой инфляции в ближайший период, ориентировочно до конца 2023, может быть, первого квартала 2024 года. После этого мы заметим некоторое снижение уже и в годовом выражении. Если обращаться к прогнозу Банка России, недавно опубликованному 27 октября, соответственно, на конец 2023 года ожидаемый уровень инфляции будет составлять 7-7,5%. Но вот если, опять же, смотреть по дальнейшей траектории, есть еще один фактор, который стоило бы учитывать в оценке годовой инфляции. Это индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомню, что традиционный месяц повышения тарифов, компенсационного повышения — это июль месяц. Но в 2022 году было принято правительством решение о переносе времени повышения тарифа. Вместо июля 2023 года, соответственно, был декабрь 2022. В 2023 году в июле тарифы не изменялись. И когда мы придем к июлю 2024, наступит очередное повышение, вот эта разница, этот прирост, связанный с тарифами, он в годовой инфляции тоже отразится, и поэтому дополнительный вклад в увеличение формального этого показателя годовой инфляции возникнет.
В то же время в дальнейшем, во втором полугодии 2024 года, мы ожидаем замедления уровня инфляции, именно связанное с тем, что повышенные темпы роста, которые были в 2023 году, будут выходить из расчета год к году, как раз вот, когда мы выйдем на месяцы, связанные с высокими помесячными темпами, да, и постепенно они будут выходить из базы, получится снижение, и мы ожидаем, опять же, к концу 2024 года снижение до 4-4,5% в базовом сценарии. У нас в республике, конкретно в городе Якутске, тоже складывается такая ситуация, что рост цен у нас в Якутске зависит от транспортной инфраструктуры. Совершенно верно. Наша отдаленность от основных магистралей, естественные препятствия в виде реки, да, это все накладывает свои отпечатки, являются теми факторами, которые влияют на изменение цены. Можно еще отметить, что та самая отдаленность, она отражается интересным образом. Наши жители спрос формируют очень быстро, а удовлетворить его можно только осуществив эту большую длинную логистику, да, логистическую перевозку. Это тоже накладывает, соответственно, свои особенности. Цена сразу изначально закладывается для удовлетворения спроса, может быть, чуть-чуть выше, чем это могло бы быть при быстрой перевозке. То есть такая особенность у нас тоже существует. И сейчас мы все знаем, что период ледостава, когда река у нас будет замерзать, перевозки по ней, через нее, они будут приостановлены, да, это тоже приводит к определенному давлению на рынок, к изменению цены. И пусть это изменение цен вроде как сезонное, но тем не менее есть такая особенность цен, когда они изменяются в одну сторону лучше, чем в другую. Этот фактор тоже влияет на формирование инфляции и инфляционных ожиданий у населения. Денис Витальевич, учитывает ли Банк России при принятии решений специфику регионов, например, как наша республика? Прям конкретно, если брать. Безусловно, учитывает. И более того, вся процедура подготовки принятия решения по ключевой ставке ориентирована на то, чтобы выявлять региональную неоднородность и внимательно отслеживать влияние этой региональной неоднородности в конечном итоге на уровень инфляции, на уровне отдельных регионов, на уровне макрорегионов. В конечном итоге это действительно сказывается с точки зрения принятия решения по ключевой ставке. Как это работает? Помимо данных Росстата, официальных статистических данных, для большей оперативности мы активно взаимодействуем с предприятиями. У нас есть направление мониторинг предприятий. Предприятия с нами делятся в рамках специализированного анкетирования своими оценками конъюнктуры, пониманием того, как изменятся их ожидания цен, издержек. Иногда мы задаем вопросы по рынку труда и так далее. И все эти факторы соответствующим образом аккумулируются сначала на уровне отдельных регионов, затем обсуждаются с учетом региональной дифференциации на уровне макрорегиона. Каждый начальник главного управления, главных управлений у нас на территории России 7, делает свой доклад на предварительном заседании к Совету директоров по ключевой ставке, где присутствуют члены Совета директоров, и они фактически слышат эти аспекты региональной неоднородности каждый раз, когда готовятся к решению, к основному заседанию Совета директоров по ключевой ставке. Соответственно, безусловно, и региональная, и отраслевая специфика за счет мониторинга предприятий учитывается. Антон Анатольевич, на прошлой передаче мы обсуждали тему цифрового рубля. И как вы думаете, выпуск цифрового рубля Банком России может ли как-то повлиять на инфляцию и на ее уровень? Если коротко, то нет. Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, и чтобы получить цифровой рубль, надо перевести туда безналичный рубль. А чтобы получить безналичный рубль, надо вложить наличный рубль. Поэтому эта цепочка — это просто перераспределение имеющихся рублей, которые имеются в экономике, между тремя формами валюты. Поэтому влияние на инфляцию это не должно оказать.
Денис Витальевич, а где можно познакомиться вот с публикациями на тему инфляции, ключевой ставки? И вообще, как нашим телезрителям получать достоверную информацию вот прямо из первых уст? Вот смотрите, на самом деле, если говорить непосредственно о денежно-кредитной политике, Банк России открыт в пояснении, разъяснении принимаемых решений. Соответственно, после заседания Совета директоров по ключевой ставке публикуется пресс-релиз на официальном сайте Банка России. Также транслируется выступление председателя Банка России, где подробно объясняется принятое решение, объясняются факторы, объясняются причины. Есть материалы, которые характеризуют среднесрочный прогноз Банка России. Они тоже обновляются на периодической основе с учетом изменяющейся ситуации, с учетом новых вводных. Банк России периодически пересматривает соответствующие прогнозные значения. Они публикуются также на нашем официальном сайте www.cbr.ru. Можно также затронуть вопрос о региональной дифференциации инфляции, о которой мы уже говорили. Вот, наши аналитики в регионах действительно отслеживают основные причины изменения цен, и эти причины описываются в том числе в информационно-аналитических материалах по инфляции, которые можно найти на региональных разделах, страницах сайта Банка России. Как вы считаете, простому гражданину, который является потребителем финансовых услуг, допустим, да? Насколько важно знать вопросы, изучать, вернее, вопросы в плане ведения деятельности Банка России, в плане денежно-кредитной политики государства? Вот как это будет влиять на жизнь простого рядового человека? Что это ему даст? Давайте я, наверное, начну. Да. Да. Вот, смотрите, прежде всего понимание того, какое решение принимается, оно способствует более рациональному принятию решения самого гражданина. Вот я упоминал в ответе на один из вопросов, что в принципе, если потребители, недопонимая ситуацию в прогнозе на год вперед, начинают принимать не совсем продуманные, спонтанные решения в отношении, например, приобретения товаров, это может привести в дальнейшем к тому, что они финансово проиграют, я бы так сказал, да, по сравнению с тем, если бы они вели себя более обоснованно в принятии решений. Смотря на информацию Банка России, понимая, какие процессы ожидаются в перспективе на год-полтора, а мы работаем именно в такой перспективной оценке ситуации, потребитель может вести себя более рационально, понимать лучше, каким образом выстраивать свою политику по потреблению или сбережениям, лучше адаптироваться к меняющимся условиям. То же самое касается и предпринимателей, и для них это, наверное, тоже такой универсальный совет. Почаще заглядывайте на наш сайт. Не только специалисты, представители кредитных организаций или микрофинансовых организаций, представители финансового рынка должны быть заинтересованы в этой информации. Информация достаточно подробная, обширная по разным разделам, и в том числе по денежно-кредитной политике. Информация, которая действительно помогает принимать рациональные решения и понимать перспективы с точки зрения оценки экономики. Антон Анатольевич? Ну, Денис Витальевич здесь достаточно так подробно раскрыл. Я бы вот дополнительный аспект подсветил, да, что знание вот материалов, которые публикует Банк России, да, вот, может быть, в какой-то степени проявлять интерес к этим, в том числе полезно для того, чтобы понимать, почему выбрать, например, таргетирование инфляции у нас, да, то есть, что это дает конкретно отдельно взятому человеку, что такое ценовая стабильность, да, почему Банк России придерживается ценовой стабильности, как он ее формулирует, да, что она, опять же, что эта ценовая стабильность дает отдельно взятому гражданину. Вот через вот такие вещи, да, может быть, базовые вещи для кого-то, может быть, они для кого-то новыми будут, да, вот, и стоит тоже интересоваться теми результатами, теми пояснениями, которые дает Банк России регулярно после заседания по ключевой ставке.
Тоже есть особая такая политика Банка России, то есть если прям закредитованность населения очень высока, то вот это повышение ключевой ставки, оно немножко охлаждает спрос, правильно? Здесь вопрос закредитованности он немножко в стороне, но вот если говорить непосредственно о влиянии денежно-кредитной политики, влиянии уровня ключевой ставки, то, безусловно, речь идет о том, что если спрос более интенсивен и растет быстрее, большими темпами, чем равновесный рост, чем рост планомерного развития экономики, то такой избыточный рост спроса может приводить к дальнейшим негативным последствиям и с точки зрения потенциального не совсем, как бы это сказать, логичного оптимизма производителей с точки зрения предоставления объема предложения товаров. И с другой стороны, вот этот избыток спроса действительно влияет на текущие темпы роста цен и тем самым изменяет, собственно, благосостояние всего общества, потому что высокий уровень инфляции — это, по сути, косвенные потери в благосостоянии. И вот эти эффекты балансирования спроса за счет изменения ключевой ставки, в том числе действительно через сберегательную активность, через, я имею в виду именно в силу повышения ключевой ставки, да, вот, то, что характерно для текущего момента, и снижение кредитной активности действительно охлаждает избыточный спрос, приводит его к равновесному уровню. Уважаемые гости, я благодарю вас за то, что вы приехали, выделили время для того, чтобы принять участие в нашей передаче. Я уверена, что наши зрители узнали сегодня очень много полезного. Самое главное, что они получили информацию прямо из прямых уст, потому что Денис Витальевич приехал к нам из Владивостока, и сегодня был такой у вас насыщенный день, да, и вот я благодарю вас еще раз за то, что вы приехали и приняли участие в нашей передаче. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Росстат регулярно отчитывается о состоянии инфляции, но их цифры всегда вызывают споры. Многие видят, что цены на товары, которые они покупают, растут быстрее. Почему так происходит? Постараемся разобраться и посчитать свой личный индекс роста цен. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую толику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен, и причем на все. Оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского, можно с помощью калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура» Банка России. В нем надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг. И вы увидите за последний год, как изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины. А также сможете сравнить динамику личной и официальной инфляции. Если разбивка трат, которая используется в калькуляторе, вам не подходит, можете провести расчеты. Расчеты эти можно произвести вручную, но подготовьтесь сразу, это требует усидчивости. Вас ждет немного рутинной работы и несложные математические подсчеты. Составьте полный список своих расходов за месяц. Это могут быть продукты, одежда, обувь, аксессуары, бытовые товары, предметы личного пользования, транспортные расходы, услуги за ЖКХ, другие бытовые услуги, медицина и лекарства. Не забудьте про развлечения, ну и другие расходы. Повторяйте такой список ежемесячно. Адекватную статистику можно составить только на основе записей за несколько месяцев, а лучше за год. Официальная инфляция усредняет личную инфляцию многих домохозяйств. Даже если ваша личная инфляция не совпадает в точности с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидна, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда официальная инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, ну и наоборот. Другими словами,
Официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения. Например, вы планируете взять ипотеку. Если инфляция снижается, то, возможно, вам стоит немного подождать, пока снизятся ставки. Если инфляция стабильна и близка к цели Банка России, кстати, все цифры можно найти на сайте регулятора, то решение можно принимать уже сейчас. Это касается и депозитов. При стабильно низкой инфляции не стоит ожидать внезапного роста процентов по вкладам, но и хранить деньги под подушкой тоже не стоит. Ставка по депозиту может обыграть инфляцию и избежать потери за нее. Инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Повышайте свой уровень финансовой грамотности с нами и ведите учет доходов и расходов постоянно. С вами была передача про деньги и ее ведущая Рита Якушева. До новых встреч!